Актер-легенда, актер-эпоха и актер-загадка по-прежнему в боевом строю. Недаром его творческим талисманом стал Дон Кихот из культового спектакля «Человек из Ла-Манчи». Те слова, которые произносит Зельзин со сцены, это мощный энергетический выброс и реверанс силе духа и человеческой выносливости. Но самое худшее безумие — видеть мир такой, как он есть, не замечая того, каким он должен быть. Это я, Дон Кихот, человек из Ла-Манчи и так далее, и так далее. И в какой стороне мы не будем, в одном городе пройдем и траве, мы друг друга нигде не забудем, мы с тобой подружились в Москве. Не пил, не курил, занимался спортом, в частности верховой ездой и водными лыжами, плюс уважительное отношение к человеку, таково кредо актера, который в феврале отметит 100 лет. Из самых запоминающихся можно отметить пастуха из классической мелодрамы «Свинарка и пастух» Ивана Пырьева, а кто-то вспомнит и зловещий образ судьбы карателя вора Грейва из выдающегося психологического детектива «10 негритят». Один на один. Судья и преступник. Один на один преступник и палач. Казнь. Вот альфа и омега истины. В какое время мы живем? Пиковую даму ставят в декорациях банкетного зала. Это нормально. Онегин и Ленский вместо дуэли бьют друг другу морду на столе в доме Лариных. Тоже нормально. А один талантливый писатель написал продолжение «Чайки» вместо Антона Павловича Чехова. Ну, что тут можно сказать? А братья Кулькова написали пьесу матерными словами «Успех». А режиссер Изумрудов вынес на сцену пластиковый фаллос. Спасибо. Больше, чем нормально. С этим фаллосом чуть не полмира проехал. Ну, что-то можно сказать. Человек-эпоха просто в общении, и бесконечный вопрос о секрете долголетия уже не раздражает. Впрочем, это никак не укладывается в голове. Как же так? Умом Россию не понять. Это точно. Аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, Эфир 24.